Pожалуйста. Спасибо. И мы передаем слово Майербеку. Уважаемый Майербек, вы хотели нам рассказать, господин Тарамов, вы хотели нам рассказать о тех ужасах, которые происходили в начале Второй российско-чеченской войны. Вы писатель, и вы знаете больше других. Скажите, пожалуйста, что вы не хотели бы, чтобы повторилось? Wir würden gerne jetzt mit dem nächsten Speaker sprechen. Майербек Тариев. Майербек Тариев, und zwar über die Schrecken des Tschetschenienkrieges. Und wir haben eine Frage: Was möchten Sie, was soll nicht wieder vorkommen? Здравствуйте, дорогие друзья. Салам алейкум. Большое спасибо за приглашение. Да, я написал 6-7 книг о войне. Причем писалось очень трудно. Но наиболее ужасная, наиболее чудовищная, наиболее кровавая книга – это «Преступление века России в Чечне». Вот она перед вами. Ich habe mehrere Bücher über den Krieg geschrieben, doch das Buch mit den schlimmsten Verbrechen habe ich gerade gezeigt, die Verbrechen Russlands in Tschetschenien. Эта книга вышла с помощью, я находился в Баку, и благодаря Ахмеду Закаеву эта книга была издана. Dank dem Ahmed Zakaev konnte dieses Buch in Baku herausgebracht werden. И если он слышит, спустя 16 лет, я бы ему хотел напомнить нечто связанное с этой книгой. Und falls er mich hört, jetzt 16 Jahre später, möchte ich ihn kurz an etwas erinnern, was mit diesem Buch zusammenhängt. Дорогой Ахмед, эта книга издавалась в Баку нелегально. Das Buch wurde illegal hergestellt. Причем директор типографии отправил русских работников в краткосрочный отпуск. Und der Drucker, der Chef der Druckerei, hat die russischsprachigen Mitarbeiter in den Kurzurlaub geschickt bei der Herausgabe dieses Buches. Почему? Потому что эти сведения, из-за этих сведений мог пострадать и он, и типография, и все. ФСБ бы их накрыло. Der Grund war, dass aufgrund dieses Buches alle ins Mitleidenschaft gezogen worden wäre, dass die russischen Sicherheitsorgane die verfolgen würden. Люди читали эту книгу в Баку, передавая из квартиры в квартиру, плача над этими свидетельскими показаниями, которые давали женщины и дети. Die Bewohner Baku haben dieses Buch weitergegeben von Hand zu Hand und weinten über die gedruckten Augenzeugeberichte der Frauen und der Kinder, tschetschenischen Frauen und Kinder. Вы представляете, заранее с плацдарма пристрелять место, по которому пойдут беженцы, чтобы было наибольшее количество жертв. Вот представьте себе чудовищную эту картину. Пристрелять это место, и когда колонна беженцев двинулась, начали методично уничтожать женщин, детей, стариков. Der Platz, von dem bekannt war, dass über diesen Korridor die Flüchtlinge, Frauen und Kinder gehen werden, wurde von den russischen Streitkräften schon sozusagen eingeschossen.
um größtmögliche Anzahl der Opfer hervorzubringen. Und als dann die Flüchtlingsströme begannen und diese Kolonne sich in Bewegung gesetzt haben, wurden sie methodisch vernichtet, um größtmögliche Anzahl der Opfer zu erzeugen. Пользуясь случаем, я выражаю огромную благодарность тем работникам, правозащитникам, которые брали эти свидетельские показания. Ich bin endlos dankbar den Menschenrechtsvertretern und Kämpfern für die Menschenrechte, die diese Augenzeugeberichte gesammelt haben. Это Наталья Эстемирова, погибшая, и это Асет Гихоева, Можаева, другой фамилия. Других я не знаю до сих пор. Вы представляете, мы называем имена, фамилии мертвых правозащитников, но мы не можем оглашать имена, фамилии живых. Вот в каком мы с вами находимся состоянии по сегодняшний день. Unsere heutige Situation ist erschreckend, denn die Menschenrechtsaktivisten, die diese Augenzeugeberichte gesammelt haben, die können wir nennen, weil diese Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten tot sind. Diejenigen, die noch am Leben sind und diese Augenzeugeberichte gesammelt haben, können wir nicht nennen, um deren Leben nicht zu gefährden. Я зачитаю вам, да, вы хотели что-то спросить. Я хотел обратить ваше внимание, что здесь вот на нашем мероприятии как раз-таки присутствует представитель общества «Мемориал», которое активно занимается правозащитой, Александр Черкасов. Он будет выступать сразу же после вас. Большое спасибо, Александр. Я привожу отрывок 10-летнего мальчика, который убежал от обстрела. 5-6 человек убежали, смогли убежать от снайперских винтовок и прятались в расщелинах, в оврагах. Вот что он говорит. Прошу внимания. Долго вы были в поле, помнишь? Да, мы провели там 5 ночей. На 6-й день мы пришли к Горячеводску. Вы видели это село раньше? Почему вы не пришли туда сразу? Ответ. Мы боялись, потому что все время стреляли. А потом мы думали, что там посты и что в селе русские. Вот вы понимаете ассоциацию? Вот партизаны не могли войти в село в фильмах, потому что там были фашисты. Точно такая же ситуация рассказывает этот мальчик. Мы боялись, потому что там русские. А почему вы боялись русских, спрашивает корреспондент. Ну как, почему? Ведь это же они стреляли по нам. Все время из орудий, из снайперских винтовок. Вот что происходило. Это слова ребенка, слова ребенка. Правильно понимаю, что вы приводите слова мирного жителя, тем более несовершеннолетнего. Это ребенок говорит. Этот ребенок Магомед Далаев, 13 марта 1988 года рождения, ему было 12 лет. И здесь точные свидетельства, я обращаю внимание Гериханова и наш трибунал, что это точные свидетельские показания. Позвольте нам перевести, это очень трогает. Ich appelliere an den Tribunal, diese Augenzeugeberichte auch aufzunehmen. Es ist ein kurzer Bericht, Augenzeugenbericht eines 12-jährigen Jungen, der diesen Anschlag auf Flüchtlingsströme überlebt hat und 6 Tage sich im Feld versteckt hat und sich nicht getraut hat, in das Dorf, im Nachbardorf zu gehen, aus Angst dort auf die Russen zu treffen, denn die Russen war ein Sammelbegriff für die Menschen, die auf die geschossen haben, genauso wie viele Jahre davor, als die sowjetischen Partisanen sich in ein Dorf nicht getraut haben, weil der Dorf von den Nazis besetzt worden ist. So eine ähnliche
Parallele fühlte sich, so in einer ähnlichen Situation fühlte sich auch dieser junge Mensch versetzt. Я еще раз обращаю внимание и прошу нашего Ереханова, Ахмеда Закаева, чтобы вот эти вот вещи, вот эти вот точные, ясные, изложенные свидетельские показания, даже указаны адреса, не то что фамилии, и адреса указаны, чтобы это было предано огласке, чтобы наш трибунал, национальный трибунал засвидетельствовал это. Это нужно обязательно. Это сегодня же может лечь на стол перед судьями, может это лечь. Ich fordere auf, dass diese Augenzeugeberichte zu der Anklageschrift, in die Anklageschrift aufgenommen werden für das nationale Kriegsverbrechertribunal, von dem vorher die Rede war. Я прочту вам некоторые рецензии, и на этом я закончу, потому что это можно много говорить. Спасибо. Надежда Банчик, которая сотрудничала вместе со мной, вместе с Викторией Пупко в правозащитной группе, она очень прекрасно знает эту книгу. И с помощью Ахмеда Закаева, опять-таки, Баркал тебе, Ахмед, эта книга переведена на английский язык. И вот что она в своей рецензии пишет. Страна моей юности, Советский Союз, превратилась во враждебное мне государство, потому что объявила войну моему сословию, интеллигенции. Взвихренная пустыня объявила войну своему последнему оазису. Вот истинная подоплека вакханалии окончательного решения чеченского вопроса. Это демонстративное, эпатажное торжество бесчестия, захватившего власть. Eine Rezension, Zitat, das Land meiner Kindheit, das Land meiner Jugend, Sowjetunion, verwandelte sich in ein Monster, das die Intelligenzia, den letzten Bollwerk des Humanismus zerstört hat. Und das war ein Triumph, beispielloser Triumph der Rechtlosigkeit. Я, оказывается, не только еврейка, я еще и немка времен гитлеровской Германии. Мне больно и стыдно за мой русский язык, за Пушкина, Акуджаву, за мою Москву, изуродованную воинствующим, издевательским цинизмом новейшей эпохи. Ich fühle mich wie eine Judin und ich fühle mich gleichzeitig wie eine Deutsche in Zeit des Dritten Reiches, denn ich schäme mich für das Russische, ich schäme mich für die russische Sprache, ich schäme mich für Puschkin, ich schäme mich für Tolstoi, die für diese unmenschliche Taten missbraucht worden sind. Я хочу продемонстрировать другую. Алан Гаявская, она в Соединенных Штатах выпустила эту книгу, но мне достался вот этот экземпляр. И вот там она приводит высказывания американских ученых, журналистов. Вот говорит, значит, один из них. Такие документальные книги нужны, чтобы лучше понимать корни политических конфликтов. Сокрытие подобной информации все равно, что краской замазать трещины в фундаменте истории. Это сказал Матье Банкс, профессор философии. Он сказал это именно о войне в Чечне? Об этой книге, о войне в Чечне. Да. Es wurde über ein anderes Augenzeugenberichtsbuch geredet und der amerikanische Philosophieprofessor meinte, dass dieses Buch nicht zu drücken, dieses Buch zu vergessen, wäre genauso wie
das Fundament, Brüche im Fundament der Geschichte zu überpinseln und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Могу ли я задать вопрос? Я сейчас еще две, можно я прочту, а потом мы... Да. Просто у нас еще несколько человек ждут своей очереди. Я понимаю, я быстренько. Патрик Ньюман, независимый журналист, вот что он говорит. Книга потрясает до глубины души, как размахом трагедии, так и теплотой чеченского народа, примером взаимопомощи и поддержки друг друга в такой большой беде. Das Buch erschüttert zutiefst und zeichnet gleichzeitig den unglaubliche Wärme und unglaublichen Zusammenhalt des tschetschenischen Volkes in der Zeit dieser Tragödie. Последняя цитата. Чтобы прочесть книгу до конца, нужно иметь очень крепкую нервную систему и пустой желудок. Однако это стоит того. И что меня больше всего потрясло, это то, что именно во время этих событий все страны возлагали огромные надежды на дружбу с Россией, удивляясь грубой риторике российского президента, не отдавая себе отчета в том, на что он в действительности способен по отношению к другому суверенному государству. Честный труд, достойный хорошей экранизации. Доктор Рон Джон, профессор истории. Спасибо. Der Geschichtsprofessor schrieb, dass dieses Buch einen erschüttert und fassungslos macht über den Fakt, dass während der ganze Westen Hoffnungen in den russischen Präsidenten gesetzt hat, nicht gemerkt und nicht für wichtig befunden, die brachiale Rhetorik des russischen Präsidenten zu entlarven. Я хотел перед тем, как передать слово другому спикеру, я хотел передать вам отсюда, из Германии, уважаемый Майрбек, что здесь молодежь, чеченская молодежь, собирает свидетельства, разговаривает со стариками, собирает свидетельства, которые не должны уйти, которые должны остаться навечно. Да, к сожалению, война очень запоминается, к сожалению, очень таких еще более ярких впечатлений зачастую мы многие не переживаем. И те, кто перенес войну, это страшные впечатления. Но если мы их забудем, и это понимает и молодежь, которая живет здесь, в Германии, нам очень важно и то, что написано в книгах, но не менее важно то, что может уйти вместе с ныне живущими. Я тем самым хочу перекинуть мостик к ситуации сегодня с молодыми людьми, которые тоже подвергаются огромному риску. Я прошу прощения, мне сейчас нужно передать слово переводчику, после чего я хотел бы ваше краткое, Майрбек, реакцию, да, довольны ли вы, услышав, что молодежи очень важно оставить те воспоминания, записать те воспоминания, которые могут им рассказать их окружающие более пожилые люди. Ich kann berichten, zum Abschluss kann ich sagen, dass hier in Deutschland die junge Generation, die junge tschetschenische Generation, die Augenzeugeberichte der älteren Generation sammelt, um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und ich möchte Ihre Meinung dazu hören, was Sie von dieser Neuigkeit halten. Довольны ли вы этим? Я хотел бы сказать, что
к великому сожалению, нас сейчас отвлекают телефоны, айпады, айфоны, нас отвлекают компьютеры. А вот издать, вот так вот издать эту книгу, и чтобы она лежала на полке, и чтобы взять и прочесть эти чудовищные вещи, и чтобы передать друг другу, вот это очень важно. Вот это очень важно, чрезвычайно важно. И я акцентирую ваше внимание, если будет возможность такая, давайте, книга живая, настоящая, это великая вещь, понимаете? И всегда можно эту цитату взять и записать, и передать в суд. Ведь эти свидетельские показания дали очень мало людей, потому что боятся, понимаете? Боятся люди. Спасибо вам огромное за ваш великий труд. Спасибо вам всем, что вы собрались, что мы вместе собрались, что мы обдумываем это все. Дай Аллах, чтобы все это осуществилось, осуществились наши добрые намерения. Большое спасибо. Vielen Dank an die Menschen, die sich versammelt haben, an die Menschen, die das organisiert haben. Und hoffen wir, dass unsere Ideen sich realisieren werden. Я хочу напомнить, что сегодняшнее событие организовали две немецкие общественные организации. Организация «Он Кремлин» e.V. и организация НДК РУС e.V. И я хотел бы еще раз перекинуть мостик к сегодняшним событиям, к тому, что у нас происходит здесь, в Европе. К сожалению, нам есть о чем рассказать, как об очень тревожном. И я хочу передать слово представителю правозащитного центра «Мемориал» господину Александру Черкасову. Пожалуйста. Мы слышали, что господин Черкасов уже очень много лет занимается проблемой, связанной с чеченскими войнами, с ситуацией с чеченской диаспорой. Но сейчас, конечно, то, что нас больше всего беспокоит, это проблема депортаций. Господин Черкасов, могли бы вы рассказать, вот, что самое сейчас острое и актуальное? Wir möchten zum nächsten Speaker kommen, ein Vertreter von Memorial, den Herrn Cherkasov. Und aktuelles heutiges Thema ist die Deportation, die Abschiebung der tschetschenischen Flüchtlinge nach Russland. Und wir möchten gerne Ihre Stellungnahme, Ihre Meinung dazu hören, Herr Cherkasov. Здравствуйте. Я рад видеть других выступающих, с кем-то не виделся очень давно. Я очень благодарен за приглашение. Я благодарен слушателям. Сейчас месяц Рамадан, я понимаю, что те, кто держит уразу, им тяжело, а тут еще вот кто-то остановился молиться. Но мы говорим тоже о вещах важных. Вы меня попросили сказать о проблемах с депортацией. Ну, на самом деле проблема тут очень простая, кажется. То, что людей не оставляют в покое, не просто не оставляют в покое. Тех, кто бежал от войны в Европу, за ними внимание к ним очень велико, внимание разного рода и от разных структур. Нам нужно давать слово переводчику. Я прошу прощения. Да, извините. Die Abschiebung ist an sich eine einfache Sache, dass die Menschen, die vom Krieg geflohen sind und hier in Europa leben, diese Menschen lässt man nicht in Ruhe. Diese Menschen werden beobachtet und das Problem ist ja eben von verschiedenen Behörden zu verschiedenen Zeiten.
Рамзан Ахматович Кадыров, нынешний глава Чеченской Республики, получил от российских властей мандат на контроль за всеми своими соотечественниками, включая тех, кто находится за пределами Чечни, и на территории России, и за ее пределами. И, соответственно, контроль за теми представителями чеченской диаспоры, которые не молчат, доходит до чего? До попытки убийства, как это было с Тумсо Абдурахмановым, до убийств, как это было в Вене, теперь уже дважды. Кроме Рамзана Ахматовича, как выясняется, действуют еще и федеральные структуры. Это, вы знаете, по процессу, который идет в Берлине. Да. Казалось бы... Я прошу прощения. Делайте, пожалуйста, паузу. Der jetzige Präsident der Tschetschenischen Republik, Kadyrov, hat von der russischen Regierung eine Art Ermächtigung bekommen, über die alle Vertreter und Vertreterinnen des tschetschenischen Volkes, egal wo die sind, ob innerhalb der russischen Grenzen als auch außerhalb der russischen Grenzen, und diese Ermächtigung zum Ausspionieren, diese Ermächtigung zum Verfolgen trägt Früchte bis zu den Attentaten, bis zu den Mordaufträgen in Europa. Und parallel dazu, zu dieser Ermächtigung, arbeiten auch die russischen Sicherheitskräfte parallel dazu in Europa, was der Prozess in Berlin bezeugen kann. Казалось бы, правительства европейских стран должны понимать, что если на территории их стран, их государств такое возможно, то те беженцы, те, кто бежал от войны и кого они выдают обратно в Россию, в Чечню, а это значит в Чечню, подвергаются еще большей опасности. Понимают ли это они? Jetzt stellt sich die Frage, ob die westlichen Regierungsvertreter sich dessen bewusst sind, dass die Menschen, die nach Russland abgeschoben werden, und nach Russland abschieben heißt, nach Tschetschenien abschieben, diese Menschen in eine unmittelbare Gefahr für ihr Leben aussetzen. Такое ощущение, что либо не понимают, либо не хотят понимать. Потому что в последнее время становится очень сложно обосновать ту опасность, которой подвергаются возвращающиеся в Чечню. Да. Es stellt sich Eindruck her, dass die westlichen Regierungen sich dessen nicht bewusst sind, denn die Menschen, die abgeschoben werden in Russland, es besteht eine akute Gefahr für ihr Leben. Мы много пишем писем поддержки тем, кто пытается избежать выдачи, депортации в Россию. Но чем дальше, тем труднее, чем дальше, тем меньше воспринимают эти наши письма. Wir unterstützen die Menschen, wir schreiben Unterstützungsbriefe für die Menschen, die abgeschoben werden sollen. Doch die traurige Tatsache ist, dass diese unsere Bitten und unser Flehen umso weniger, also immer seltener wahrgenommen wird. Последняя история Магомеда Гадаева, выданного из Франции в Россию, тому подтверждение. Его срочно вывезли в аэропорт и отправили в Россию.
хотя Россия не запрашивала его выдачи. Это была не передача по запросу, не передача преступника, а просто высылка человека. Es war ein neuliches Beispiel, eine Abschiebung eines Menschen aus Frankreich. Das war gar keine Anfrage seitens der Russischen Föderation, sondern es war eine blanke Auslieferung, blanke Abschiebung eines Menschen nach Russland. Отдельная история, как его пытались добиться его невыдачи наши французские коллеги, но самое интересное началось в России, в аэропорту Шереметьево, куда он был доставлен. Die französischen Kollegen haben versucht, die Abschiebung zu verhindern. Doch das traurig spannendere Teil begann in Sheremetyevo, wo er angekommen war. Двое адвокатов, посланные туда, с трудом пробились к Гадаеву, и выяснилось, что пограничники его не то что не выпускают, но не выпускают, потому что его, как они говорят, нужно передать представителям чеченских властей. На каких основаниях? Die Rechtsanwälte, die ihn in Empfang nehmen wollten am Flughafen, konnten er nicht dran, weil die Grenzbeamten ihn nicht durchgelassen haben mit der Begründung, der soll den tschetschenischen Sicherheitskräften ausgeliefert werden. Bloß stellte sich die Frage, mit welcher Berechtigung. Героические адвокаты не дают его кому-то передать. Они договариваются о том, что Гадаев, которого французские власти выслали из страны без каких-либо документов, что Гадаев полетит к брату в Новый Уренгой. И вместе с адвокатом они летят в Новый Уренгой. Что же получается там? Die Anwälte schaffen es, den Menschen, der aus Frankreich ohne Papiere ausgeliefert worden war, abgeschoben worden war, die schaffen, ihn in den anderen Flugzeug zu setzen, in eine andere Stadt nach Urengoy zu transportieren zu seinem Bruder. Was passiert also in Urengoy? Там Гадаев и адвокат располагаются на квартире, про которую вроде бы никто не знает, но через некоторое время эту квартиру осаждают люди, приехавшие из Чечни, и брат Гадаева ведет с ними переговоры. В общем, все идет к тому, что его сейчас вывезут совершенно нелегально, без всяких-либо оснований в Чечню. Die Menschen, die Anwälte bleiben mit ihm in einer Wohnung, von der niemand Bescheid weiß. Allerdings ein paar Tage später wird diese Wohnung belagert mit den Vertretern der tschetschenischen Republik, und der Bruder führt Verhandlungen, und es wird klar, es läuft darauf hinaus, dass dieser Mensch ohne jegliche Berechtigung nach Tschetschenien entführt wird. Что делать? Они вызывают полицию для защиты. Их увозят в отдел внутренних дел. И вроде бы защита от этих приехавших за Гадаевым людей может быть обеспечена. Но вот только полиция предлагает поехать из райотдела куда-то в какое-то более безопасное место. Es wird die Polizei gerufen, und es sieht so aus, dass der Schutz gewährleistet werden kann, und dann schlägt die Polizei vor, zu einem nächsten sicheren Ort weiterzufahren. Когда они выходят из отдела, то Магомеда заталкивают в какую-то машину, не полицейскую, а адвоката отстраняют, говорят, он поедет. Что такое? Полиция, вместо того, чтобы обеспечить защиту, его, по сути дела, сдала, каким-то непонятным людям.
Все. Это Дальше были представители из Чечни. это были я правильно понимаю. представители правоохранительных органов Чеченской Республики. Все, без каких-либо оснований. Und ohne Grund wird dieser Mensch, sobald er aus dem Polizeirevier abgeführt wird, der Rechtsanwalt wird zur Seite geschoben und der Mensch wird in ein Nicht-Polizeifahrzeug reingeworfen und das Auto fährt ab, ohne jegliche rechtliche Grundlage dazu. Und es ist klar, dass diese Menschen, denen das Auto gehört, die Vertreter der Sicherheitsorgane der Tschetschenischen Republik sind. Адвокаты, уже другие адвокаты, летят в Чечню, чтобы найти его, чтобы встретиться с ним, чтобы не случилось что-то страшное. Die anderen Anwälte fliegen nach Tschetschenien, um ihn zu finden, um das Schlimmste zu verhindern. Несколько дней его пытаются найти, и, наконец, он встречается с адвокатом, выглядит подавленно и подтверждает слова тех, кто его выводит, что он отказывается от этого адвоката, что у него есть адвокат по назначению. Nach einigen Tagen treffen die Anwälte, die Rechtsanwälte treffen ihn. Er wirkt sehr niedergeschlagen und sagt aus, dass er auf die Dienste dieser Anwälte sich verzichtet und eine Pflichtverteidigung vor Ort vorzieht. Я прошу прощения, у нас здесь, кажется, дождь начинается, а это значит, что нам нужно будет спасать немножко оборудование, да? То есть поэтому, пожалуйста, если можно, чуть-чуть, скажем так, компактнее, очень аккуратно я скажу. Спасибо, я только одну историю излагаю. Страшно подумать, что сделали там с Магомедом Гадаевым, чтобы он отказался от независимой защиты, но это пример для европейских властей. Und das ist ein Beispiel, das muss einem Menschen passieren, dass er auf einen unabhängigen Rechtsanwalt verzichtet. Und dieses Beispiel soll aufrütend für die europäische Entscheidungsträger sein. Они высылают людей в Россию, утверждая, что мы же вас направляем не на Кавказ, можете разместиться в каком-нибудь безопасном месте. В Москве или где-то еще, и ничего там вам угрожать не будет. Нет. Правоохранительные органы в любом регионе России будут содействовать правоохранительным органам в Чечне. Я прошу прощения, нам нужно сделать паузу на пару минут, чтобы нам просто от дождя уйти в закрытое место. Мы через пару минут снова выйдем на связь. Если позволите, мы делаем небольшую паузу с тем, чтобы перенести бимер под защиту. Через пару минут мы снова выйдем в эфир. Извините, пожалуйста. Что он делает? Сергей, подмени Замбулата. Подмени, то есть Замбулат не умеет. Бимер правильно поставить надо.
Так, меня слышно? Да, я слышу вас, Володя. Так, отлично. Значит, мы перешли в более защищенное место. Значит, у нас выступает Александр Черкасов, и мы говорим о депортации, о причинах депортации, о том, что происходит с теми, кто якобы на законных основаниях высылается из европейских стран. И мы хотели бы попросить Александра Черкесова тоже перекинуть мостик к следующему выступающему, пожалуйста, да, потому что мы хотели бы поговорить еще и о тех причинах, которые заставляют, которые могли бы оставить людей в покое. То есть мы сейчас уже, скажем, переходим к Андрею Сидельникову из Лондона, но, пожалуйста, Александр, уважаемый Александр Черкасов, завершите, пожалуйста, ваш рассказ. Это очень важно для нас. Мы знаем об этом очень печальном случае, и нам, конечно, важно понять, что же нам делать со всем этим. Я очень коротко, спасибо. Безопасного места нет в пределах территории Российской Федерации. Между тем, ссылка на то, что людей направляют в безопасный для них регион, она типична для властей европейских стран, которые депортируют, выдают, экстрадируют бежавших от войны в Чечне. Es gibt keinen sicheren Ort innerhalb der Russlands Grenzen. Und es ist ein scheinheiliger Vorwand des Westens, dass man die Leute nicht nach Tschetschenien abschiebt, sondern in ein anderes russisches Staatsgebiet. Es gibt keinen sicheren Ort innerhalb der Russlands Grenzen. Как донести это до властей европейских стран, непонятно. Мы повторяем это с монотонностью попугаев уже давно. Кажется, французский офицер, инициировавший высылку Гадаева, понесет дисциплинарную и не только дисциплинарную ответственность. Wie wir durchdringen können zu den Vertretern, zu den Entscheidungsträgern des Westens, das ist für uns ein Rätsel. Wir wiederholen immer wieder, wir mahnen immer wieder an und es passiert gar nichts. Allerdings muss man auch sagen, dass der verantwortliche Mitarbeiter, der diese Abschiebung zu verantworten hat, wohl ein Disziplinarverfahren bekommt und vielleicht sogar mehr. Но дело в том, что это не эксцесс исполнителя, это сейчас становится систематическим действием для европейских властей. И это повышает ценность свидетельств, реальных свидетельств о ситуации в России, о ситуации в Чечне для совершенно практического и совершенно современных наших действий, а именно для предотвращения повторения подобных, я бы сказал, преступных действий, безответственных и преступных действий. Und diese Tatsachen, also dieser Bericht soll dazu dienen, die Wiederholung dieses Vorgangs zu vermeiden, denn dieser Augenzeugenbericht sollte Zeuge davon sein, dass die Abschiebung widerrechtlich, eindeutig widerrechtlich ist. Я прошу прощения, Александр. Я сейчас заканчиваю, извините. Да. Тем более ответственным нужно быть, когда вы говоришь о прошлом или о настоящем, потому что любое неточно сказанное слово может дискредитировать работу тех, кто, скрупулезно собирая информацию, не только работает на будущее, но и обеспечивает безопасность людей, ныне живущих в Европе. Und es ist wichtig,
dass diese Information sorgfältig zusammengetragen wird, diese Information gesammelt wird, um das Leben der hier in Europa lebenden Menschen zu schützen. Да, я хотел к этому добавить, Александр, вы говорите о том давлении, которое необходимо оказывать на европейские власти, на власти Германии по таким вопросам, которые мы сейчас обсуждаем. Я хотел добавить, что в этом давлении очень активно участвуют общественные организации, такие как те две немецкие организации, которые устроили это мероприятие, и такие организации, которые созданы политическими активистами во многих странах мира, которые активно борются, делают также правозащиту и активно борются с вот этими преступлениями, прежде всего, конечно же, властей путинского режима, но также с какими-то нарушениями, связанными с нашими, с русскоязычными соотечественниками, с русскоязычными гражданами и жителями других стран. Александр, я хотел бы еще раз попросить вас, чтобы вы перекинули мостик к представителю политического движения «Говорите громче» из Лондона, Андрей Сидельников, тоже ждет своей очереди. Заинтересованы ли вы, как российская общественная организация, в такой же поддержке, которую могут вам оказать организации политических активистов из других стран, из Европы, таких как наша, вот работающая сегодня с вами, таких как организация Андрея Сидельникова? Заинтересованы ли вы в таких контактах, уважаемый Александр? Ну, разумеется, такие контакты важны, такая работа очень важна. Скажем, в случае Магомеда Гадаева, если бы у нас не было партнеров во Франции, мы бы просто пропустили это, и Магомед прямиком поехал бы из Парижа на гостеприимные курорты Северного Кавказа. А тут мы хотя бы попытались. Поэтому солидарность между русскими и чеченцами, которой много лет, она должна продолжаться. В конце концов, дети... Один ребенок, вывезенный во время войны в Тверскую область из Чечни, когда ему сказали, что он поедет сейчас обратно в свое село, сказал: нет, я не хочу. Ну почему? Там русские. Просто те русские, которые в форме, и те русские, которые другие русские, с которыми он общался, они были немного разные. Я думаю, что мы еще, проделав, как говорят мои чеченские друзья, определенную работу, может быть, она затянется на десятки лет, может быть, она затянется на много трибуналов, может быть, солидарность будет требоваться еще годы, но мы придем к такому пониманию друг друга только через такую работу, только через солидарность. Спасибо. Спасибо вам. Александр, один вопрос, можно? Да. А вы помните Мурада Гасаева? Депортировали из Испании, но благодаря вам, правозащитному центру «Мемориал» и другим правозащитникам, его удалось обратно вернуть в Европу. Может быть, такой же шанс предоставится и Гадаеву? Майрбек, понимаете, я не помню это. Наташа Истемирова, которую вы сегодня вспоминали, как-то при мне в 2008 году вытащила из нефтеполка 2 подростков, спасла. Она даже не знала их имен. И их матери даже не пришли после этого. Мы работаем, и мы ничего не помним, пожалуй. Так что вы, человек записывающий, вы очень важны. Я, к сожалению, сейчас помню только, может быть, вчерашний день и думаю о завтрашнем. Спасибо вам, друзья. И у нас ждет Андрей
которому сейчас будет дано слово. Александр, Володя, два слова, буквально два слова, потому что мы с Александром почти 20 лет не виделись, даже больше, может быть. 18 лет. Мы в 3-м году виделись. Да, кстати, в Лондоне, да? Да, когда вы приезжали, да, на суде. Александр, я просто хочу, пользуясь случаем, сказать вам и через вас передать всем российским друзьям нашим, которые на самом деле проделали огромную работу, пытаясь спасти человеческие жизни. Мы это помним, мы это не забудем. И я присоединяюсь к тому, что вы сказали. Только нашими совместными усилиями мы сможем привлечь к ответственности тех, кто совершили эти злодеяния, независимо от национальной или религиозной принадлежности. Мы должны призвать к ответу тех, кто сегодня расширил эту пропасть отчуждению между нашими народами и обрек нас на длительные годы вот к таким ужасным воспоминаниям. Я с благодарностью вспоминаю вас, ваших коллег, которые работали и пытались что-то изменить. Спасибо вам большое. Иншаллах, будем работать. Иншаллах. Спасибо. Мы сейчас переходим к следующему нашему выступающему. Андрей Сидельников, руководитель движения «Говорите громче» из Лондона. Мы с Андреем достаточно давно знакомы и давно уже на «ты». Андрей, можно ли тебя попросить немножечко оптимистическую ноту нам добавить, да, то есть как-то, ну, ведь то, чем ты занимался последнее время, ведь ты увидел огромное количество глаз людей, которые по всему миру радовались совсем не каким-то там военным успехам, а которые радовались и аплодировали чему-то другому. Расскажи, пожалуйста, что составляет ли сейчас, на сегодня, нормальные люди уже меньшинство вот среди нас, русскоязычных? Андрей. Да, спасибо большое за слово. Спасибо, во-первых, организаторам за такую возможность вообще и обменяться мнениями, и услышать действительно уважаемых людей. И тема, на самом деле, она действительно очень такая серьезная и печальная. Здесь как бы радостных-то вещей-то особых нету, да. Я сначала хотел бы просто напомнить об одном, наверное, все-таки достаточно большом друге чеченского народа, которого с нами уже нет, это Борис Немцов. Сегодня фамилию вспоминали уже. Я хотел сказать, что в 1996 году Борис Немцов был инициатором сбора подписей против войны в Чечне. И, будучи губернатором Нижегородской области, за 10 дней в его области, в Нижегородской, было собрано как раз 1 миллион подписей, а живет всего там, на тот момент жил 3 миллиона 700 тысяч. И он имел большие, в общем-то, наверное, проблемы. И с Борисом Ельциным, которому это было обращение направлено, и подписи собирались. Вот. Но, несмотря на это, он много делал для того, чтобы остановить Первую Чеченскую войну. И вообще, собственно говоря, пытался как-то образумить российскую сторону от вот этих вот безумия. Вот. Что же касается... Нужно делать маленькую паузу, извините. Перевод будет. Ich möchte an dieser Stelle auch noch Boris Nemzov erwähnen, der im Jahr 1996 auch eine Unterschriftenaktion gesammelt hat, um den Krieg in Tschetschenien, den ersten Tschetschenienkrieg zu stoppen. Leider ist dieser Mensch ja nicht mehr unter uns. Er wurde ermordet. Aber nichtsdestotrotz möchte ich erwähnen, der Mensch, der viel dafür getan hat, das Blutvergießen zu stoppen.
И еще хотел бы, наверное, тоже добавить вот в начале о том, что у политзаключенных, которых на сегодняшний день при российском режиме, в этом преступном режиме Владимира Путина, огромное количество сейчас, нет национальности. И это действительно и чеченский народ на сегодняшний день, это и преследуемые крымские татары, да и, собственно говоря, многие оппозиционеры, да, и включая вот Алексея Навального, который на сегодняшний день посажен в тюрьму, и поэтому бороться за освобождение необходимо за каждого политзаключенного, а не только за какие-то конкретные имена. И здесь вообще должна быть такая, на мой взгляд, более сплоченная позиция у людей, которые на Западе имеют возможность донести информацию до правительства этих стран. Sollte die Menschen, die für die Befreiung der politischen Gefangenen in Putins Russland kämpfen, sollen viel geschlossener auftreten, denn die politischen Gefangenen haben keine Nation. Das sind sowohl das tschetschenische Volk, die Vertreterinnen und Vertreter des tschetschenischen Volkes, als auch die Krimtataren und genauso auch die russischen Oppositionellen. Und die Aufgabe besteht darin, der Opposition die Reihen zusammenzuschließen, um noch mehr Druck auf die europäischen Regierungen auszuüben. Я хотел сейчас добавить как раз-таки, что по окончанию нашей сегодняшней беседы мы подготовили определенную петицию, которую зачитаем здесь же, перед Бранденбургскими воротами, от имени наших немецких общественных организаций, от имени тех, кто собрался здесь сегодня. И, конечно же, мы будем очень рады, если уважаемые спикеры, участвующие в сегодняшней встрече, также присоединят свой голос к нашей петиции. Эта петиция, краткое ее содержание: «Stop Putin's Terror». Это так звучит все то, что стоит сегодня вокруг нас. «Остановите террор Путина». Обращение к властям Германии и Европы. An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass am Abschluss der heutigen Kundgebung auch eine Petition verlesen werden wird, dessen Quintessenz ist: Stoppt Putins Terror. Андрей, да, касательно уже твоего вопроса, Володь, ну, оптимизма, честно говоря, я не могу добавить, да, или каких-то радостных ноток-то внести в нынешнее время, в нынешнюю вообще повестку, потому что, честно говоря, свет в конце тоннеля лично для меня не видно пока, во всяком случае. Ну, то, что... Ich kann nicht, das Licht am Ende des Tunnels sehe ich nicht. Ich kann leider keine positive Zeichen zu der heutigen Diskussion beisteuern. Ну, а именно тот мотив, который прозвучал у нас в предыдущем выступлении, а именно поиск солидарности между организациями политических активистов здесь, в Европе, и организациями, которые пытаются что-то делать в России. Вот здесь не видишь ли ты, Андрей, со своим огромным, скажем так, своим огромным политическим опытом, не видишь ли ты здесь свет в конце тоннеля? Ну, свет в этом случае, он как бы не пропадал, конечно, хотя это достаточно такая узенькая такая лазейка этого лучика света идет. Действительно происходит, я бы не сказал консолидация, но обсуждение и взаимодействие различных организаций, которые созданы в мире уже, правозащитных, ну и политических, русскоязычными. Ich kann allerdings, es gibt einen Lichtblick, und zwar die Konsolidierung der russischsprachigen oppositionellen Organisationen hier in Westeuropa. Diese Konsolidierung, die kann ich bestätigen. Но в связи с тем, что, в общем-то, мы, во-первых, проживаем в разных странах, у нас разные политические взгляды, разная позиция,
Поэтому какого-то объединенного такого фронта, скорее всего, ожидать не следует, но, наверное, он и не нужен. В каждой стране мы стараемся, соответственно, там, и повлиять на правительство наших стран, и донести до проживающих в конкретной стране те вопросы, которые нас беспокоят. Ну, а в первую очередь на сегодняшний день это, конечно же, политзаключенные в России и нарушение прав и свобод граждан. Wir leben in verschiedenen Ländern, wir haben verschiedene politische Positionen, wir haben viele unterschiedliche politische Ansichten und dennoch, was uns eint, sind natürlich die politischen Gefangenen und das Menschenrechtsverletzungen im jetzigen Russland. Наверное, главное, что нас все-таки объединяет, это презрение к тому режиму, который схватил и держит власть и в России, и в Чечне. То есть именно это собрало нас сегодня на этом мероприятии. Здесь мы собрались для того, чтобы сказать «Стоп, Путин, террор». И именно сегодня, когда мы все вспоминаем жертвы тех войн, которые уже насчитывает история, тех двух войн, которые насчитывает история российско-чеченских отношений, и нынешнюю абсолютно неприемлемую ситуацию на территории сегодняшней Чечни, это то, что нас объединяет. Не так ли, Андрей? Да, ты совершенно прав. Конечно же, действительно, это важно. Прошу прощения, надо давать слово переводчику. Was uns vereint, ist die Verachtung dem jetzigen Regime in Russland und dem jetzigen Regime in Tschetschenien. Das ist das eine, das ist der erste Punkt, der uns vereint. Und der zweite Punkt, der uns vereint, ist das Gedenken der Opfer der beiden Tschetschenien-Krieges. Да, ты совершенно прав, и, безусловно, это одна из важнейших, наверное, таких точек взаимодействия, да, которые мы можем совместными усилиями хоть как-то повлиять на ситуацию и вытаскивать, по нашей возможности и с условиями, естественно, значит, западных правительств, вытаскивать политзаключенных из застенок. Да, мы как раз-таки хотим обратить нашу петицию к властям Германии. Именно поэтому мы так методично с помощью нашего дорогого Алексея переводим каждое ваше слово с тем, чтобы оно дошло и до наших немецкоязычных слушателей, и, естественно, до властей Германии и Европы. Спасибо вам. Unsere Absicht ist natürlich, für jeden einzelnen politischen Gefangenen zu kämpfen, um ihn aus den Gefängnissen rauszuholen. Und das ist auch der Sinn der Petition und deswegen wird die Petition auch natürlich in Deutsch ebenfalls verfasst. Учитывая как раз вот эту петицию, которую вы готовите, мне бы хотелось, наверное, сделать такой акцент для властей Германии. Мы делаем такой акцент здесь, в Великобритании, пытаемся, во всяком случае, донести свою позицию в том, что все-таки, на наш взгляд, должна быть такая все-таки политическая воля, которую мы не наблюдаем у Запада для борьбы даже не с путинским режимом, да, это все-таки не их задача, а все-таки наша, там, россиян, живущих за рубежом, а с тем, чтобы пытаться влиять на то, чтобы власть России соблюдала международное законодательство и соблюдала права и свободы граждан в стране. Die Aufgabe, ich möchte einen Akzent setzen darauf, dass wir uns bemühen sollen, die westlichen Regierungen dazu zu bringen, dass sie nicht den Regimewechsel herbeiführen sollen oder nicht gegen das Regime kämpfen, sondern darauf pochen, dass das internationale Recht eingehalten wird in Russland und dass die Menschenrechte ebenfalls von der Russischen Föderation eingehalten werden sollen. Такой политической воли мы не видим,
И, в общем-то, ну, наверное, как-то надо реагировать все-таки, наверное, жестче на вот эти проявления, ну, во-первых, уже и не только убийств, которые происходят за рубежом, в том числе и в Европе, и в Германии, и в Великобритании, и в других странах. Мы знаем сейчас чешское дело. Вот. И реагировать, конечно, нужно жестко и достаточно, ну, не знаю, есть ли понимание у властей вообще на Западе о том, что путинский режим ими манипулирует и врет. Ich sehe leider keinen politischen Willen, etwas zu unternehmen. Ich sehe auch nicht, dass den politischen Verantwortungsträgern hier in Westeuropa bewusst ist, dass das Putins Regime lügt und schon mitten in Europa die Menschen auch tötet. Андрей, я хотел просто немножечко более, скажем, прямо к тебе обратиться. Да? Дело в том, что у нас сегодня все-таки чеченский день здесь, около Бранденбургских ворот. И поэтому дело в том, что ты вот сейчас вот со своим участием в театральной деятельности, ты, в общем-то, показываешь пример, что и на Западе вдруг можно стать успешным актером. То есть ваши гастроли в 28 городах всего мира говорят о том, что, скажем, и здесь нам нужно, на чужбине, нам нужно стараться успешно интегрироваться. И я хотел бы все-таки, чтобы вот те попытки, прежде всего чеченской молодежи, мы говорим сегодня, обращаясь к людям, живущим здесь, у нас, окружающих нас, да, то есть те попытки чеченской молодежи здесь, в Германии, искать путь к совершенствованию в области культуры. Мы здесь видим очень интересные опыты, да, то есть вот, пожалуйста, выскажи из своего опыта, не знаю, ты говоришь ничего положительного, но зажги нам маленький свет надежды. Ich möchte darauf hinweisen, heute wir haben einen tschetschenischen Tag und ich möchte auf die Integrationsbemühungen der Diaspora hinweisen, denn das ist auch die Aufgabe der Migrantengesellschaft, das ist unsere Aufgabe hier in der Fremde, sich zu integrieren und unseren Beitrag dazu zu leisten. Und du bist das beste Beispiel auch dafür. Kannst du vielleicht für uns einen kleinen Hoffnungsschimmer erstrahlen lassen? Маленький лучик надежды. Да, но спасибо большое, конечно, за эпитеты в адрес моей актерской карьеры, хотя, наверное, такого не заслуживаю, не считаю себя большим актером. Вот. Но то, что я действительно достаточно просто поездил и вот в связи с театральной деятельностью по миру и видел огромное количество и лиц в зале, и общался с людьми после спектаклей, говорит о том, что культурные связи, они, конечно же, важны, как и необходимо и, значит, в обществе, в которых мы живем, входить, именно интегрироваться, да, то есть вот и интеграция важна, но в то же время важно и не забывать свои корни. Отлично. Wichtig ist, was ich betonen möchte, ich habe vieles gemacht, vieles geleistet und was ich möchte betonen, dass Integration wichtig ist, man darf aber auch gleichzeitig seine Wurzeln nicht vergessen. И как раз какие-то вот эти культурные проекты, они помогают не только там интегрироваться, но и, собственно говоря, взаимодействовать друг с другом в разных странах. Поэтому вот чеченской молодежи, которую ты говоришь, о которой ты сказал, проживающей в Германии, было бы, наверное, тоже вот через культурные связи как-то взаимодействовать с представителями Ичкерии в других странах. То есть, опять-таки, есть возможности найти точки не только соприкосновения, но и каких-то увлечений и
общих каких-то общих интересов. Und deswegen ist es wichtig, die Kooperation auch grenzenübergreifend zu machen, um gemeinsame Sachen gerade über die kulturelle Schiene, gerade über die Projekte der kulturellen Bildung, also die Kulturprojekte sind da bestes Beispiel sowohl für die Integration als auch für die Pflege der eigenen Wurzeln. Хотел как раз-таки в этом месте сказать о том, что у нас наша встреча была бы невозможна без участия как раз-таки бельгийского совета старейшин Национальной ассамблеи чеченцев Европы, без Замбулата Идиева, который специально приехал сюда к нам на площадь перед Бранденбургскими воротами из Бельгии для того, чтобы собрать нас всех здесь. И вот его организация из Бельгии и две наших немецких общественных организаций проводят как раз-таки сегодняшний чеченский день у Бранденбургских ворот. Спасибо огромное, Андрей, за твою, за твою поддержку и за те идеи, которые мы сегодня обязательно положим в нашу петицию, да, которой мы хотели бы завершить сегодняшний день у Бранденбургских ворот. Дорогие спикеры, спасибо огромное. Мы уже все, конечно же, огромное спасибо нашему Алексею, который здесь просто чудеса героизма проявил. Огромное спасибо представителям правительства Чеченской Республики Ичкерия, которые здесь, скажем, подняли просто очень высоко флаг во время Чеченского дня. Здесь, около Бранденбургских ворот, все время стояла молодежь прямо напротив Бранденбургских ворот с чеченскими флагами все это время практически. Да? Так что спасибо вам огромное, что вы позволили нам очень высоко поднять флаг Чеченской Республики Ичкерия прямо здесь, напротив Бундестага, напротив Бранденбургских ворот. Спасибо всем огромное. Спасибо. До встречи. Спасибо. Спасибо за организацию. Спасибо. И я напоминаю, что сегодняшнюю встречу организовали две немецких общественных организации с участием нашего бельгийского партнера Совета старейшин Национальной ассамблеи чеченцев Европы. Огромное всем спасибо. И мы на этом завершаем нашу встречу. На этом мы завершаем чеченский день. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Рада была увидеть всех. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Мы сейчас сделаем паузу и запишем после этого обращение, то, которое мы подготовили как петицию. Да, сейчас мы немножечко соорганизуемся и это сделаем. Секунду. Надо сделать паузу просто. Так. Александр, рада была увидеть вас. До свидания.